В современном мире многонациональность – это не просто факт, а ценность, обогащающая нашу жизнь. Когда люди разных культур, языков, традиций живут бок о бок, они открывают для себя новые горизонты, учатся понимать и принимать друг друга. Именно в этом многообразии кроется огромный потенциал для развития и процветания. Когда мы ценим уникальность каждого человека и стремимся к взаимопониманию, мы создаем крепкие связи, способные преодолеть любые преграды. Это единство, основанное на общих ценностях и стремлении к миру, делает наше общество сильнее, мудрее и добрее. Күн яхшы болсын. Хайырлы күн болсын. Здравствуйте. Меня зовут Магуев Арсланбек Исмамбетович. Мне 68 лет. Я родился и вырос в этом селе Сары-Су Шелковского района Чеченской Республики. Я представитель татар Шелковского муниципального района Хайбуль Муслим Ахматович. Я Настюшкина Анна Ивановна. Я работаю хормейстером. Я работаю здесь с 2014 года. Селение Сары-Су образовалось в 1937 году в результате переселения нагайцев с разных населенных пунктов. С нагайского языка Сары-Су переводится как «желтая река». Магуев Арсланбек, коренной житель Сары-Су, рассказал нам о своей жизни и о быте нагайцев. Я родился здесь, окончил Сары-Суйскую среднюю школу, потом служил в армии в городе Куйбышево, сейчас он называется городе Самара, по специальности военный строитель. После завершения школы закончил Анапский учебный комбинат на курсы сварщиков, электросварщиков и проработал долгие годы электросварщиком. Вышел на пенсию. И сейчас мне 68 лет. Хабибулин Муслим татарин по национальности, проживающий в городе Шелковская, работает учителем. Посмотрев на него, и не скажешь, что это представитель другой культуры, живущий среди чеченцев. В данное время работаю педагогом МБУ СОШ номер 5 города Шелковская. До этого работал в Татарском национальном культурном центре. После я 2006 года работал в МБУ гимназии номер 11, заместителем директора по воспитательной работе. Совместно проводим мероприятия, выезжаем в город, массовые мероприятия, принимаем участие в городских, муниципальных, районных и так далее, совместно с Татарским национальным культурным центром. В городе Шелковская Чеченской Республики функционирует русский центр, в котором и работает Настюшкина Анна. Работает она хормейстером, обучает маленьких деток, с чем прекрасно исправляется. Выполняю свою работу с чистой душой, люблю свою работу. Я работаю хормейстером, занимаюсь с детьми, танцами, пением занимаюсь. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила
на берег, Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила. Молодец, того, чьи письма берегла. Исторически дружба народов играла ключевую роль в развитии цивилизаций. Когда люди объединяются, несмотря на различия, они могут создавать сильные сообщества, обмениваться знаниями и опытом, а также совместно решать общие проблемы. Нагайцы, татары, русские – это лишь малая часть народов, населяющих нашу республику. Каждый человек после себя должен оставить что-то. Не просто памятник, кусок камня, а какой-то след должен оставить. Вместе с Советом старейшин, Умаром Аджимурзаевым мы вдвоем организовали строительство мечети в селе Сарысу. После организовали строительство медресе в селе Сарысу. Когда во время праздников, исламские праздники, они делают то же самое, что и нагайцы. Раздают эти, чтобы не получилось. Подошли к их двору. Это русский двор, это цыганский двор, это закрытый, такого не было. Ихние дети гуляют, и они тоже раздают все это хозяйство. У мусульман есть такой праздник Ураза Байрам, на него ходят. С детства у меня вот этот праздник, мне чем понравился, то, что детишек много бывает в этот день, то, что они ходят и вот этот вот благо дают своему народу. На национальной, межнациональной почве у нас никогда не было этого. У меня одна сноха туркменка, 2 снохи казашки, 2 снохи русские, родная сноха сына старшая, русская тоже. Внук чеченец у меня. 1988 года рождения, мы проживаем именно в станице Гребенская Шелковского района. Дружно, весело, со всеми общаемся, дружим. Вот так и живем с братьями. Мы совместно и с татарами, нагайцами, казаками вместе принимаем участие, выезжаем в город, в республику, совместно в мероприятиях принимаем участие. И также проводятся районные мероприятия. В Чеченской республике я живу с 91 года, с рождения получается, и по сей день провожу репетиции. Мы выезжаем в город, выезды все проходят дружно у нас, выступления все хорошие, и мы получаем за это награды. Магуев Арсланбек был инициатором открытия в селе Сарысу Нагайского культурного центра. За время существования центра осуществлена огромная кропотливая работа. Практически по крупинкам собраны изделия быта нагайцев, украшения из серебра, кухонная утварь и старинная одежда. Я после Первой войны решил открыть культурный центр. Меня поддержали именно в селе Сарысу. Мы зарегистрировали устав и программу. С этого дня начал работать культурный центр. Мы участвовали во многих мероприятиях культурных и республики, и за пределами, и в соседних регионах. Имеем множество грамот почетных. Наш хореограф с первого дня, Альбатрова Улангерек, ей присвоили звание «Заслуженный деятель культуры и искусства Чеченской Республики». Она ставит профессионально сценические танцы. Чеченские свадьбы у них ведущий есть, который в середине ходит, он разрешение спрашивает, с кем танцевать, вот, согласие. У нас такого нет, у нас есть цююнтаяк называется, веточка, допустим, не веточка, сейчас бантик. Парень, который желает танцевать, он отдает предпочтение, какой девушке хочет танцевать, и она, если согласна, выходит. Потом девушка передает эту цветочек другому пацану, с кем хочет танцевать. Нагайский танец – равнина, степь большая. Поэтому нагайцы танцуют вольно, свободно. Вот этот характер народа, его занятие, все отражается в танце. Сценический танец, конечно, для сцены, но в них мы отражаемся и старинные, то, что занимался наш народ. В последние годы виноградарство у нас было, земледелие, огородничество, и все это мы отражаем в сценических танцах.
Со слов Муслима, с татарским национальным центром его связывают тесные взаимоотношения. Еще в 2000-х годах он был организатором и активистом различных мероприятий, организованных центром. С татарским центром мы связаны давно, с 2006 года я работал даже организатором. Татарский национальный культурный центр, конечно, он богат культурой и традициями. У них есть свой фольклорная группа, танцевальная группа, кружки, в которые дети активно принимают участие. Şelmeni, yavlakmeni şelmeni, yavlakmeni şelmeni, le yavlakmeni şelmeni. Min urtağa şık aşkına bir jırığız jelmeni, min urtağa şık aşkına bir jırığız jelmeni. Ennegi, günnegi, ayağımda sana deli, sen deli tügül pima, yaşkın elimde pima. Ennegi, günnegi, ayağımda sana deli, sen deli tügül pima, yaşkın elimde pima. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина 2026 год провозглашен Годом Единства народов России. Цель данного события заключается в укреплении дружеских связей и взаимопонимания между различными этносами, живущими на территории нашего многонационального государства. Проведение Года Единства народов призвано содействовать достижению национального единства, мира и согласия между всеми гражданами страны. Очень рад приветствовать всех вас, тех, кто собрались в этом зале и по всей стране, потому что марафон проходит сегодня по всей стране. Вы знаете, когда смотришь в зал, да и на сцену, то возникает чувство удивления и восторга. Удивления от этого многообразия и восторга от того, что мы все вместе. В этой связи не лишним будет вспомнить, откуда мы все взялись, как родилась Россия, как родились наши этносы, в том числе и русские, как нация, как народ. Ведь это возникло на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов. И они объединились только тогда, когда у них возникла общая территория, общие, как бы сейчас сказали, экономические интересы, единая власть и единые духовные ценности. Русский народ еще молодой народ, апассионарный, устремленный в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в нее вливались разные народы. Но вот что важно и интересно, складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию. Полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими. Этот праздник единства народа должно быть. Там, где нет единства, там, где нету братства. Все народы должны жить в мире и согласии. Конечно, если каждый будет по своим отдельным национальным квартирам, это к добру не приведет. Ни один народ не должен возвышать себя. Все народы перед Богом все равны, все дети Аллаха. И в беде одного народа не надо обвинять другой народ. Вот этот праздник очень прекрасен собой, потому что это объединяет все народы, проживающие в Российской Федерации и Чеченской Республике. Мы благодарны, конечно, главе Чеченской Республики, который нам уделяет огромное внимание, помогает всячески во всех мероприятиях и поддерживает нас.
И не только Татарский национальный культурный центр, но и все культурные центры, которые находятся именно в Чеченской Республике. День народного единства для меня означает то, что он объединяет всех разных национальностей, народов, то, что они все дружны. У меня есть подружки и чеченцы, и татарцы, и нагайцы. Мы живем дружно, очень у нас конфликтов никаких нету. Мой кавказский колыбель поэта, воспевай все чудо, красоту. Ты прекрасен и зимой, и летом, верь в свою счастливую звезду. Ты прекрасен и зимой, и летом, верь в свою счастливую звезду. Ты не раз испытан был судьбою, но утихла, кажется, гроза. Там, где люди ладят меж собою, помогают даже небеса. Особое значение дружба народов приобретает в условиях политической и экономической нестабильности, когда риски конфликтов и недоверие друг к другу особенно высоки. В такие моменты именно взаимопомощь и солидарность становятся залогом сохранения мира и безопасности. На примере Арсланбека, Анны и Муслима мы постарались показать, как разные народы вместе, проявляя взаимное уважение к традициям и обычаям своих соседей, сохранили и приумножили уникальные формы культуры, искусства, литературы, музыки и ремесел, сделав наш мир ярче и разнообразнее. Все, к чему и обучен я, 2-3 суры из Корана. Что сумею сделать я? Умереть довольно рано. Черный цвет готов любить, на бумаге белом цвете не должно различий быть между людьми на белом свете. Это золотые слова, написанные на многие века. До свидания. Кечегиз яхшы болсын. Аман қалыңыз. Мир прекрасен, только посмотри, все лучше впереди. И исполнятся мечты твои, надеждой будь полон.